Татарское книжное издательство приняло участие, ну, можно сказать, в самом главном событии литературном книжном нашей страны – это в книжном фестивале «Красная площадь». Издательство представило более 300 наименований книг, это, если в количественном выражении, это более 2000 экземпляров. И надо сказать, что с первого дня выставки интерес к книгам был настолько большой, что мы провели небольшой, так скажем, итог по участию в предыдущие года, то в этом году, можно сказать, было реализовано, наверное, самое большое количество книг. Но это, наверное, тоже логично, потому что мы как никогда отнеслись к отбору книг с точки зрения их востребованности. И действительно, на этот раз было огромное количество разнообразной литературы, исторической, детской. Это были и классики, и наши современные авторы. В общем-то, были моменты, когда даже была очередь, возле нашего стенда. Вот. И если говорить о нашем читателе, то это люди, которые хотят узнать больше о татарской культуре, хотят узнать больше о татарской кулинарии, например, да, очень была востребована детская литература. Даже был такой момент, что мама подошла с ребенком, и ребенок, увидев иллюстрированный словарь, сказал: «Мама, я хочу учить татарский язык». Как татарский язык? Да, я хочу изучить. И я уже даже знаю, как будет волк по-татарски. Но я спросила, в свою очередь, как? Он говорит: «Буре». Я говорю: «А как ты узнала?» Я, говорит, вот тут же уже прочитал. То есть это говорит о том, что вот книга, когда она вот действительно красочная, богато иллюстрирована, она вот сразу же притягивает взгляд. И она тут же прям тянется в руки. И в итоге они не ушли без этого словаря. В итоге они его приобрели. И я думаю, это даже огромный плюс, когда ребенок изучает несколько языков. И неважно, даже если он не носитель, да, но знание еще дополнительного языка, это только обогащает знания детей и развивает их по-особенному. Знаковым событием стало награждение сразу двух конкурсов. Это книга «Лучшие книги года 2021» и конкурс «Лучшее региональное издание». Хочу вот остановиться как раз на этих конкурсах, потому что здесь я представляю дипломы. Первый конкурс – это «Лучшие книги года 2021». Это по версии Ассоциации книгоиздателей России. Да, это очень такой большой экспертный совет, состав жюри очень солидный, где отбирались из огромного количества книг, именно те, которые, как уже сам конкурс называется, являются лучшими книгами года 2021. И вот в номинации «Лучшая книга о российских регионах» победила книга «Как жили татары в средние века. История повседневности». Книга новейшая, она богато иллюстрирована. Вот, если вот так пролистать, уже сразу видно, что на каждой странице есть фотоматериал, да, и информация. Ну, название говорит само за себя. Затем было награждение конкурса «Лучшее региональное издание». Этот конкурс проводится Советом национальных издательств России. В состав входят руководители ведущих национальных издательств под руководством президента Ассоциации книгоиздателей России. Также было представлено огромное количество издательств в этом конкурсе, можно сказать, от Камчатки до Калининграда. И нам очень приятно, что сразу две книги победили в этом конкурсе. Первая книга – это «24 рецепта успеха», автор Венера Абдуловна Якупова. И второе издание – это «Становление искусства татарской рукописной печатной книги».